Уважаемые коллеги, хотел бы присоединиться к словам признательности президенту Рахмону и таджикской стране за прекрасную организацию саммита. В последнее время ситуация в Афганистане кардинально изменилась, однако в нынешних условиях Афганистан стоит перед лицом разных трудностей и вызовов. В стране по-прежнему грозит гражданская война. Государственные члены ШОС и ОДКБ, близкие соседи Афганистана, которые разделяют с ним общую судьбу и безопасность. В этой ключевой для нашего соседа время мы должны протянуть помощь, чтобы вместе поддерживать мир и стабильность в регионе, который куда ценнее, чем золото. Уважаемые коллеги, мы всегда считаем, что судьба той или иной страны должна определяться ее народом, а глобальные проблемы должны решаться путем консультаций. Когда речь идет о проблеме Афганистана, то важно при условии уважения его суверенитета, независимости и территориальной целостности содействовать реализации базового принципа «мирный процесс» осуществляется самим афганцами при руководящей роли афганского народа, чтобы афганский народ самостоятельно определил дальнейшую судьбу. ШОС и ОДКБ должны использовать уникальное преимущество и влияние как важных конструктивных сил и региональных и международных делах. Решительно идти в фарватере политического урегулирования афганской проблемы, вынести свои полезные и целесообразные предложения, помочь Афганистану в предотвращении беспорядков, стабилизации обстановки и мирному восстановлению и тем самым обеспечить всеобщую, неделимую, совместную и прочную безопасность в нашем регионе. Следующее у меня 3 предложения. Во-первых, следует содействовать плавному переходу ситуации в Афганистане, поддерживать скорейшее достижение договоренности между афганскими странами по мирному восстановлению путем диалога и консультаций. Мы должны пристально следить за деятельностью находящихся на территории Афганистана террористических организаций, призвать компетентные органы страны вести ожесточенную борьбу против них, предпринимать меры по устранению причин и последствий в целях окончательного искоренения терроризма, не допустить перелива угроз этих террористических группировок. Во-вторых, важно поддерживать контакты и диалог с Афганистаном. Необходимо придерживаться рационального и прагматичного подхода, вести дело с разными странами Афганистана, призывать формировать более широкую и инклюзивную новую политическую структуру, проводить умеренную и сдержанную внутреннюю стерженную политику, поддерживать дружественные отношения с внешним миром, прежде всего с соседями. В-третьих, нужно помогать афганскому народу выйти из кризиса. В настоящее время в Афганистане наблюдается дефицит продовольствия и лекарственных препаратов, фиксируется рост цен на потребительские товары. Зимой этого года вполне вероятно стране может грозить гуманитарный кризис, голод, болезни и холод. Мы должны своевременно оказывать Афганистану гуманитарную и противоэпидемическую поддержку и помогать его народу преодолеть трудности. Китай страна уже объявила как можно скорее предоставить Афганистану помощь в виде первой необходимости и продолжит ему помогать по возможности. Тот, кто был зачинщиком нынешней сложности в Афганистане, тем более должен извлечь уроки и взять на себя надлежащую ответственность за будущее развитие Афганистана. Уважаемые коллеги,
Китайская сторона готова наращивать контакты и координацию с партнерами, объединять усилия, чтобы поддерживать афганский народ, построить светлое будущее, обеспечить долгосрочный мир и стабильность в регионе. Спасибо большое. Благодарю вас, господин председатель. Слово предоставляется премьер-министру Республики Индии Нарендра Моди. Пожалуйста. Ваше превосходительство, недавние события в Афганистане окажут наибольшее влияние на такие соседние страны, как мы. И поэтому необходимо создать региональный фокус и сотрудничество по этому вопросу. В этом контексте мы должны обратить внимание на 4 вопроса. Во-первых, переход власти в Афганистане не является инклюзивным и произошел без переговоров. Это вызывает вопросы о приемлемости новой системы. Также важно представительство всех слоев афганского общества, включая женщин и национальных меньшинств. Поэтому необходимо, чтобы решение о признании такой новой системы принималось мировым сообществом коллективно и после должного обдумывания. Индия поддерживает центральную роль Организации Объединенных Наций в этом вопросе. Второй вопрос заключается в том, что если в Афганистане сохраняется нестабильность и фундаментализм, это будет поощрять террористические и экстремистские идеологии во всем мире. Другие экстремистские группы также могут быть побуждены к приходу к власти с помощью насилия. Все наши страны в прошлом были жертвами терроризма. Поэтому мы вместе должны обеспечить, чтобы территория Афганистана не использовалась для распространения терроризма в какой-либо другой стране. Страны-члены ШОС должны выработать строгие и согласованные нормы по этому поводу. В будущем эти нормы могут стать образцом для глобального антитеррористического сотрудничества. Эти нормы должны основываться на принципе нетерпимости к терроризму. Нулевая терпимость к терроризму. Должен существовать кодекс поведения для предотвращения таких действий, как трансграничный терроризм и финансирование терроризма, а также система их соблюдения. Ваше превосходительство, третья проблема связана с развитием событий в Афганистане. Это неконтролируемый поток наркотиков, незаконного оружия и торговля людьми. В Афганистане остается большое количество современного оружия. Из-за этого возникает опасность нестабильности во всем регионе. Механизм РАС-ШОС может играть конструктивную роль в мониторинге этих потоков и расширении обмена информацией.
Начиная с этого месяца, Индия председательствует в Совете РАЦ-ШОС. Мы разработали предложение по практическому сотрудничеству, является поводом для беспокойства. Индия на протяжении многих лет является надежным партнером Афганистана в области развития и гуманитарной помощи. В каждом секторе, от инфраструктурного до образования, здравоохранения и наращивания потенциала, Индия внесла свой вклад во всех частях Афганистана. Все сообщества афганского общества испытывают огромную дружбу и доброжелательность к Индии. И даже сегодня мы стремимся доставить продукты питания, лекарства и все необходимое нашим афганским друзьям. Ваше превосходительство, между афганским и индийским народами на протяжении веков сложились особые отношения. Индия будет в полной мере сотрудничать в рамках каждой региональной или глобальной инициативы, чтобы помочь афганскому обществу. Благодарю за внимание. Благодарю вас, господин премьер-министр. Слово предоставляется президенту Кыргызской республики Садыру Нургожаевичу Джапарову. Пожалуйста. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые участники заседания. Прежде всего, хочу подчеркнуть, что ОДКБ и ШОС являются общепризнанными инструментами укрепления безопасности и стабильности в нашем регионе. Обе организации тесно взаимодействуют по вопросам нейтрализации угроз терроризма, сепаратизма и экстремизма. В рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседания Совета глав государств ШОС в эти дни нам удалось обстоятельно обсудить ситуацию в Афганистане. Кыргызстан разделяет глубокую обеспокоенность мирового сообщества в связи с развитием военно-политической обстановки в этой стране. Мы наблюдаем растущую угрозу экспорта нестабильности из Афганистана, в первую очередь в Центральную Азию, а также активизацию международных террористических организаций, обладающих серьезным потенциалом и опытом диверсионно-подрывной деятельности. Мы также глубоко озабочены тем, что в силу своего географического и геополитического положения страны Центральной Азии могут превратиться в удобный плацдарм для действий деструктивных сил. Как известно, эти организации внедряют и апробируют для достижения своих целей новые способы проведения террористических актов. Возрастает число преступлений, совершаемых с применением современных информационных технологий. Все это в очередной раз свидетельствует о том, что обеспечение безопасности в этой сфере сегодня является одним из важных направлений нашего взаимодействия. Серьезная обеспокоенность вызывает и такие потенциальные риски и угрозы, как радикализация населения, незаконная миграция и наплыв беженцев. Также сохраняется опасность возможного проникновения через наши рубежи наркотиков и оружия, экстремистов и террористов. В этом ключе отмечаю необходимость современных скоординированных усилий, практического взаимодействия спецслужб и пограничных органов наших государств по упреждению угроз, усилению охраны государственных границ. Уважаемые участники встречи, новая власть в Афганистане объявила о создании переходного правительства. На наш взгляд, важнейшими приоритетами, стоящими сегодня перед Афганистаном, являются установление стабильности, спокойствия и мира в этой стране. В данном ключе считаю необходимым поддержать стремление афганского народа к восстановлению своего государства,
в том числе рассмотреть возможность привлечения для оказания помощи инженеров, врачей и других востребованных специалистов. Это, безусловно, даст дополнительный стимул для дальнейшего развития. В интересах всех афганцев крайне важно их новым властям предотвратить гуманитарную катастрофу и голод в связи с возможными экономическими трудностями. В обращении руководства движения «Талибан» к соседним государствам, странам региона и всего мира 8 сентября отмечено, что территория Афганистана не будет использована против или в ущерб любой стране. Кроме того, талибы обещали принять серьезные и эффективные меры в части соблюдения прав человека, меньшинств и уязвимых слоев населения. Ранее лидеры движения заявляли о введении запрета на производство и оборот наркотиков. Кыргызская республика рассчитывает, что эти обещания и заверения будут воплощены в жизнь. Уважаемые коллеги, в целях оказания всемирного содействия стабилизации ситуации в Афганистане предлагаю следующее. Первое. Расширять в дальнейшем практику консультаций и принятия совместных решений ОДКБ и ШОС в области обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе нашей ответственности. Второе. Оперативно принимать согласованные меры по предупреждению негативных сценариев развития обстановки в регионе. Третье. Усилить сотрудничество в сфере совместной подготовки национальных вооруженных сил государств-членов ОДКБ и ШОС, направленной на повышение практических навыков при выполнении общих задач и противодействии возникающим вызовам и угрозам. Четвертое. Укреплять взаимодействие спецслужб и правоохранительных органов государств-членов ОДКБ и ШОС для противодействия вербовочной деятельности террористических и религиозно-экстремистских организаций. И пятое. Вести диалог с государствами-членами ШОС и ОДКБ с представителями новой власти Афганистана о возможных вариантах сотрудничества по различным вопросам для скорейшей стабилизации ситуации в стране и предотвращения гражданской войны. В заключение своего выступления хочу выразить надежду, что совместными скоординированными усилиями мы сможем эффективно противостоять вызовам и угрозам безопасности, а также последовательно расширять сотрудничество по основным направлениям деятельности ОДКБ и ШОС с учетом взаимных интересов. Спасибо за внимание. Спасибо, Садыр Нургожаевич. Слово передается премьер-министру Исламской Республики Пакистан Имран Хану. Пожалуйста, господин премьер-министр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Excellencies, Ваше превосходительство, высокие делегаты, для меня является честью участвовать на такой беспрецедентной совместной сессии ШОС и ОДКБ по Афганистану. Это та тема, которая сейчас находится в центре глобального внимания. Я уверен, что наши дискуссии сегодня усилят наш коллективный вклад в то, о чем обычный афганец мечтал на протяжении 40 лет. Это мирный, стабильный и процветающий Афганистан. Как самый ближайший сосед, который очень сильно испытал воздействие, негативное воздействие исхода на протяжении последних 10 лет, Пакистан уверен и имеет это главной целью. Ваше превосходительство. Афганистан сегодня является историческим перекрестком. После 40 лет конфликтов и нестабильности сегодня у нас есть реальная возможность наконец-то закончить войну и установить устойчивый мир. Ситуация, конечно, произошла непредсказуемым образом, тем способом, который мы не ожидали. Переход произошел без кровопролития. И для нас это нас успокаивает.
перспектива гражданской войны в этой войне вроде предотвращена, кажется. И быстрее всего не произойдет массового исхода большого количества населения из этой страны. Террористические атаки рядом с Кабульским аэропортом проиллюстрировали то, что вопрос безопасности является очень сложным до сих пор. И Афганистан был страной, которая была зависима от заграничной помощи, иностранной помощи. И экономика в этой стране будет еще одной большой проблемой. И, конечно, необходимо внимание всего международного сообщества. И перед ним стоит сегодня два выбора. Либо покинуть и оставить эту страну снова, либо участвовать. Нестабильность в Афганистане, как сказал наш поэт Аллама Икбал, воздействует на весь регион. И стабильность в этом регионе, в Афганистане, пойдет на пользу всего региона. Покидание Афганистана, если мы покинем Афганистан, это может вернуть нас назад к гражданскому противостоянию, негативному воздействию соседних стран, потоку беженцев, увеличению террористических вылазок, обороту наркотиков и усилению организованной международной преступности. Поэтому, конечно, это не было бы очень разумным вариантом. Поэтому участие, по нашему мнению, это верный путь. Международное сообщество должно выработать подход к новым реалиям Афганистана с той перспективой, которая основана на реалистической оценке и прагматичном подходе. Нашим главным интересом является стабилизировать ситуацию с безопасностью, предотвратить возобновление новых конфликтов и предотвратить массовый исход из этой страны. И также мы считаем, что Талибан должны выполнить свои обязательства по инклюзивной политической структуре. Мир должен быть вместе с национальным согласием установлен в этой стране. В то же самое время попытки демонизировать Талибан и усиливать внутреннее напряжение должны быть отвергнуты. Мы считаем, что сейчас наступил момент, когда мы должны выразить солидарность и стоять рядом с афганским народом. Устойчивая международная гуманитарная помощь и экономическая поддержка спасет жизни и укрепит стабильность в этой стране. Если мы позволим Афганистану использовать замороженные вклады на благо афганского народа, это тоже будет хорошим движением вперед. Ваше превосходительство, Пакистан является непосредственным соседом. И, конечно, мы заинтересованы в поддержке Афганистана в его пути к миру, прогрессу и процветанию. Мы всегда поддерживали афганский мирный процесс с твердым убеждением в том, что нет военного решения этого вопроса. В то же время мы подчеркиваем то, что этот процесс должен быть проведен только самими афганцами. И политическое решение должно быть принято только самими афганцами. В условиях новой ситуации мы также остаемся конструктивно вовлеченными в этот процесс. Пакистан остается приверженным стабильному, суверенному и процветающему Афганистану.
Ваше превосходительство, ШОС и ОДКБ постоянно имеют очень важный жизненный интерес в сохранении границ, в охране границ региона и регионе, который свободен от террористов. И наши коллективные усилия могут помочь усилить эти интересы и защитить их. Спасибо большое. Благодарю вас, господин премьер-министр. Слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Прошу вас, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, признателен всем за поддержку идеи проведения встречи в новом формате совместного заседания лидеров Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности. Наша сегодняшняя дискуссия показывает, насколько важно сопрягать усилия двух организаций в целях обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Это особенно актуально в связи с новым обострением и без того турбулентной ситуации в Афганистане. Выступления коллег свидетельствуют, что все наши государства разделяют схожие подходы к реагированию на угрозы, исходящие с территории Афганистана. После того, как оттуда поспешно ушли американцы, если не сказать, сбежали вместе со своими союзниками по НАТО. Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом. Это мы тоже наблюдаем и видели это совсем только что. Коллега из Пакистана вспомнил о теракте в аэропорту. Уходя, западное сообщество бросило целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов. Что касается оружия, то это, пожалуй, единственное, чем талибы разжились, что талибы получили после 20-летнего присутствия западной коалиции в Афганистане. В этом, кстати, ничего хорошего нет. В остальном же страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи. От отчаяния многие афганцы бегут со своей родины. Да, мы надеемся, что массового исхода, многомиллионного исхода не будет, но все-таки это факт. Многие стараются покинуть страну, переезжают в том числе и в соседние государства, создавая риски инфильтрации преступных элементов. Убежден, помочь Афганистану обрести, наконец, мир и стабильность, безусловно, в наших общих интересах. В силу исторических, социально-экономических, этнокультурных и географических причин. Эта страна объективно должна являться неотъемлемой частью евразийского пространства безопасности и сотрудничества. И мы, конечно, глубоко заинтересованы, чтобы Афганистан состоялся как независимое, нейтральное, единое и демократическое государство, свободное от терроризма, войны, наркотиков, живущее в мире и согласии со своими соседями. В этом контексте особое значение имеет налаживание устойчивого и результативного межафганского диалога с участием всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех групп афганского общества, всех этнических, религиозных и политических. Движение талибов, став практически полновластным хозяином страны, сформировало свое правительство, которое взяло на себя ответственность за будущее Афганистана. Это временное правительство, как говорят сами талибы, и его нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным. Мы здесь не видим представителей других этнических групп. Но, как представляется, работать с ним, конечно, тоже нужно. И что касается признания, то, полагаю, согласен с теми, кто высказывался на этот счет, нужно согласовывать нашу позицию по этому вопросу, выстраивать диалог
считал бы оптимальным по линии механизма расширенной тройки по Афганистану. И работа в этом направлении уже ведется. Напомню и о действовавшем ранее московском формате консультаций по Афганистану, в котором участвовали многие наши партнеры по Шанхайской организации сотрудничества и по ОДКБ. Его работу в случае необходимости и согласия всех входящих в него государств можно восстановить. Кроме того, только что на саммите ШОС упомянул о возможном возобновлении деятельности контактной группы ШОС Афганистан, которая как раз и создавалась для работы с афганскими партнерами. Согласно заявлениям тех же талибов, важной задачей для себя они считают реконструкцию в стране разрушенной инфраструктуры. Очевидно, все это понимают, и в Афганистане все понимают, что самим талибам это сделать вряд ли по силам. Поэтому Россия поддерживает идею созыва под эгидой ООН представителей международной донорской конференции по Афганистану. В целом ситуация в афганской экономике, безусловно, крайне тяжелая. Все средства в зарубежных банках заморожены. По оценке ООН, на сегодняшний день половина афганцев нуждается в гуманитарном содействии, чтобы просто выживать. Каждый третий лишен доступа к продуктам питания. Каждый третий. Есть опасность, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть тех, кто контролирует сегодня страну, к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием, как это было, кстати говоря, все последнее время. Здесь еще и оружие появилось, которое бросили американцы, стоимостью в миллиарды долларов. Хотя официально Талибан заявляет, что будет бороться и с наркотрафиком, и с другой преступностью. Кстати говоря, в прежние времена с наркотрафиком, в общем, они боролись, надо это признать, вполне успешно. Посмотрим, что будет сейчас. Но в этой связи, я думаю, имеет смысл провести работу и с Соединенными Штатами, и другими западными странами для поэтапной разморозки резервов Афганистана и восстановления программ по линии Всемирного банка и Международного валютного фонда. Исходим из того, что основную долю расходов, связанных с постконфликтным восстановлением Афганистана, должны взять на себя именно Соединенные Штаты, страны НАТО, которые, это очевидная вещь, несут прямую ответственность за упоминавшиеся мною ранее тяжелые последствия своего многолетнего присутствия в этой стране. Как также уже отмечал, насущной задачей в плане налаживания практического взаимодействия по линии ШОС ОДКБ считаем и противодействие угрозам терроризма, наркотрафика и другой преступности, исходящим с афганской территории. Речь могла бы, в частности, идти о выстраивании более плотных контактов между ОДКБ, здесь уже говорили об этом, и региональной антитеррористической структурой ШОС по обмену данными о террористических организациях, незаконных вооруженных формированиях, способах и тактике их действий. Можно подумать и о задействовании подразделений коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в антитеррористических учениях ШОС. Отмечу, что как раз в эти дни, 11-25 сентября, на территории Российской Федерации в Оренбургской области проходят очередные совместные учения участников ШОС «Мирная миссия 2021». И на этот раз по согласованию с государствами к ним подключилась Республика Беларусь. Уверен, что у ШОС и ОДКБ есть все необходимые ресурсы и возможности для того, чтобы вывести на новый уровень взаимополезное и по-настоящему рабочее сотрудничество. Особенно востребовано оно с учетом обсуждаемой нами ситуации в Афганистане. Кстати, не могу не отметить, что именно здесь, в Душанбе, в 2007 году были заложены правовые рамки для осуществления координации по линии ШОС ОДКБ в подписанном тогда меморандуме о взаимопонимании между их секретариатами. Кроме того, разветвленная партнерская сеть ШОС позволяет при общем согласии встраивать в совместную работу и другие многосторонние объединения Евразийского региона, а также эффективно взаимодействовать с миссией ООН по содействию Афганистану и прочими структурами организации.
Подчеркну, системные шаги по синхронизации деятельности ШОС и ОДКБ и других региональных структур следует рассматривать не только в плане решения злободневных задач, но и с точки зрения формирования в Евразии общего пространства равной и неделимой безопасности. Уверен, что совместная встреча лидеров ШОС и ОДКБ не пройдет незамеченной международным сообществом. Наверное, будут и какие-то критические высказывания в наш адрес по этому поводу. Но судя по тому, как заинтересованно коллеги обсуждали сегодня эту проблему, мы действительно на правильном пути, и сотрудничать по этому направлению, безусловно, нужно. Я всех вас благодарю за внимание. Большое спасибо. Благодарю вас, Владимир Владимирович. Слово предоставляется президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирамоновичу Мирзияеву. Пожалуйста, Шавкат Мирамонович. Уважаемые коллеги, я полностью разделяю общую озабоченность ситуацией в Афганистане. Действительно, сегодня в этой стране сложилась совершенно новая реальность. За весьма короткое время движение «Талибан» обрело практически всю полноту власти. Новым властям еще предстоит пройти сложный путь от консолидации общества до формирования дееспособного правительства, включающего все этнополитические группы. По сути, от этого зависят перспективы стабилизации ситуации, восстановления афганской государственности и в целом развития взаимодействия международного сообщества с Афганистаном. В нынешних условиях нет твердых гарантий, что страна вновь не вернется к ситуации 90-х, когда она была охвачена гражданской войной и гуманитарным кризисом, находилась в международной изоляции, а ее территория превратилась в хаб международного терроризма и наркопроизводства. Как ближайший сосед мы заинтересованы, непосредственно мы заинтересованы и сталкивались с этими вызовами и угрозами в те годы и четко осознаем все возможные негативные последствия развития ситуации в Афганистане по такому сценарию. В этой связи хотел бы поделиться видением основных аспектов взаимодействия по Афганистану. Первое. Нельзя допустить, чтобы территория Афганистана оставалась источником вызовов и угроз нашей безопасности. Имея в виду, прежде всего, рост экстремизма и экспорт радикальной идеологии, использование афганской территории для подрывных действий против наших стран, риски проникновения боевиков через границы. Важно общими усилиями и решительными действиями сообща пресекать каналы переброски террористов из горячих точек в Афганистан. В этой связи выступаем за расширение практического взаимодействия по линии исполкома РАЦ-ШОС и секретариата ОДКБ, а также спецслужб наших государств. Второе. Крайне важно выработать общий стратегический подход ШОС и ОДКБ к развитию обстановки в Афганистане и вокруг него с целью создания условий для вхождения в процесс признания новых властей. Третье. Диалог с новыми правительствами должен осуществляться соразмерно выполнениями им принятых обязательств. В их числе не покровительство международным террористическим организациям, не допускать использования территории Афганистана против третьих стран, обеспечивать соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств. Четвертое. Важно продолжить реализацию в Афганистане социально-экономических и инфраструктурных проектов. Несмотря на сложную ситуацию, мы не прекращали работу узбекско-афганского транзитного узла,
важнейшего артерия поставок продовольствия и нефтепродуктов в эту страну, а также бесперебойного обеспечения электроэнергией. Особо отмечу, что приостановка помощи усугубит и без того тяжелое положение многострадального афганского народа. При этом новые власти должны гарантировать безопасность реализации совместных проектов. Пятое. Важно не допустить изоляцию Афганистана и его превращение в страну-изгоя. В данном контексте считаем, что Организация Объединенных Наций могла бы взять на себя еще большую ответственность за мобилизацию и координацию международных усилий и содействия Афганистану. Уважаемые коллеги, Узбекистан не далее намерен продолжать тесное и эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в деле стабилизации ситуации в Афганистане. Благодарю за внимание. Спасибо, Шавкат Мирамонович. Слово предоставляется премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемый господин председатель, уважаемые главы делегаций, коллеги. Прежде всего хочу поздравить всех присутствующих с 20-летием юбилеем Шанхайской организации сотрудничества. За прошедшие годы ШОС утвердилась в качестве значимой площадки взаимодействия по вопросам региональной безопасности и сотрудничества. Хочу также выразить благодарность президенту Таджикистана, многоуважаемому Эмомали Рахмону, за теплый прием и организацию сегодняшней встречи. Наша встреча проходит в период, когда кардинальные изменения в Афганистане создали совершенно новую ситуацию в стране. Их характер оказывает значимое влияние не только на развитие в стране и в регионе, но и на обстановку и дальнейшее развитие событий в мире в целом. Мы внимательно следим за развитием событий в Афганистане и вокруг него. Озвученные на начальном этапе заявления о завершении боевых действий, о всеобщей амнистии правительственным чиновникам, о намерениях по созданию коалиционного инклюзивного правительства, соблюдение прав женщин в рамках исламской правовой системы и о стремлении искоренить наркопроизводство в стране было с оптимизмом воспринято мировым сообществом. Скорая и полная реализация таких мер способствовала бы установлению мира, порядка и стабильности в стране. Однако вынуждены констатировать, что на данном этапе эти намерения пока не находят конкретного отражения в предпринимаемых Талибаном шагах. Уверены, что залогом долгосрочного урегулирования ситуации в Афганистане является справедливый политический процесс с вовлечением всех афганцев, представленную всех этнических и религиозных общин страны. Для этого крайне важно, чтобы все стороны проявили сдержанность и подтвердили готовность разрешить существенные разногласия исключительно путем диалога и переговоров. Как государство-член ОТГБ хотели, чтобы по всему периметру зоны ответственности ОТГБ во всех регионах коллективной безопасности царили мир и спокойствие. Армения крайне заинтересована в эффективном сдерживании угрозы международного терроризма в регионе ОДКБ и ШОС. При отсутствии своевременной адекватной реакции он может привести к дальнейшей радикализации ситуации и проникновению террористических сетей в соседние страны и особенно в конфликтные зоны. Мы решительно осуждаем терроризм и экстремизм во всех их формах и проявлениях.
Особенно неприемлемым является использование отдельными странами террористических формирований для достижения определенных военно-политических целей. В этой связи призываем к более тесному диалогу и взаимодействию, в первую очередь на уровне правоохранительных органов и специальных служб, с целью обмена информацией и опытом, а также эффективного проведения совместных действий по нейтрализации террористической угрозы в рамках существующих механизмов нашей организации. Благодарю за внимание. Благодарю вас, Никола Бабаевич. Слово предоставляется президенту Исламской Республики Иран, господину Ибрахиму Раиси. Марамат, Джанабиоли. Марамат. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. تشکر میکنم از جناب آقای امام علی رحمان، رئیس محترم جلسه. افغانستان در روزهای پر التهابی به سر میبرد. دولت این کشور به صورت یکباره در کمتر از 2 هفته فرو پاشید. آن هم به رغم حضور نظامی 20 ساله امریکا در افغانستان. حضور امریکا در افغانستان دستاوردی جز افزایش بی‌ثباتی، رشد تروریسم، افزایش تولید مواد مخدر، گسترش جرم و جنایت، نابودی زیرساخت‌های اقتصادی، رنج و درد و هزاران داغ برای خانواده‌های مظلوم افغانستان نداشت. خون هزاران سرباز امریکایی و اروپایی را نیز به هدر داد. سقوط پرشتاب دولت افغانستان به خوبی نشان داد که ساختارهایی که امریکا ایجاد کرد سخت، سست و بی‌بنیاد است و این تجربه دردناک برای افغانستان و کشورهای منطقه و جهان بود. همکاران محترم، ما معتقدیم زمانی صلح در افغانستان پایدار خواهد شد که دولت و ارکان حاکمیت بازتاب دهنده ترکیب جامعه افغانی باشد و تمامی اقوام و گروه‌های این کشور به طور واقعی احساس کنند شراکتی اثرگذار و متناسب با وزن خود در دولت دارند و حاکمیت مبتنی بر رأی و نظر مردم است. نادیده انگاشتن مردم و ضرورت‌های سیاسی و اجتماعی ناشی از نقش فعال مردم خسارتبار بوده. علاوه بر خود افغانستان زیانهایش متوجه همسایگان و کشورهای منطقه نیز خواهد شد. تاریخ افغانستان درس بزرگی درباره مقاومت مردم افغانستان در برابر حضور دخالت خارجی به ما می‌دهد. مردم افغانستان ثابت کردند که می‌پذیرند کشوری خارجی سرنوشت آنها را رقم بزند. ما کشورهای همسایه مسئولیت بسیار مهمی در این برهه تاریخی افغانستان داریم. ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم و گروه‌های این کشور بتوانند تعاملی مثبت و مسالمت‌آمیز داشته باشند و بتوانند مسیر آینده کشور خود را به درستی ترسیم کنند. نشست کشورهای همسایه افغانستان در 8 سپتامبر و نشست وزرای خارجه ایران، روسیه، چین و پاکستان برای بررسی تحولات افغانستان پیام رسایی است به مردم افغانستان، مردم منطقه و تمام جهانیان که راه حل مسائل افغانستان تنها از طریق گفتگو بین افغانها و به مدیریت افغانها امکان پذیر است. همکاران عزیز، جامعه جهانی به طور عام
و کشورهای منطقه به طور خاص در این بحران حساس مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی مهمی بر عهده دارند. نخست، بسیج تمامی امکانات کشورها در راستای حمایت و پشتیبانی از شکلگیری اجماع داخلی میان جریان‌های مختلف افغان، ترغیب همه طرف‌ها به بازگشت به میز مذاکره و حل موضوع. دوم، ارائه کمک‌های سازمان یافته بشردوستانه به مردم افغانستان. بسیاری از مردم از روی اراده یا اجبار آواره شدند. امروز در ایران اسلامی ما بیش از 3 میلیون مهاجر افغانی داریم که اینان مهمانان جمهوری اسلامی هستند. سوم، با توجه به تحولات جاری در افغانستان، موج جدیدی از آفارگان افغان به سوی کشورهای همسایه هجوم آوردند. مدیریت این جمعیت انبوه و ممانعت از سرازیر شدن آنها به سایر کشورها علاوه بر تشریک مساعی منطقه‌ای نیازمند کمک جدی نهادهای بین‌المللی و کشورهای کمک کننده است. چهارم، رفتارهای یک جانبه و غیر سازنده برخی بازیگران که مسئولیت قطعی در ایجاد شرایط کنونی دارند. میتواند اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی مورد نیاز برای پیشبرد روند صلح افغانستان را مخدوش نماید. در این میان لزوم نقش‌آفرینی سازمان ملل در خصوص بحران افغانستان نیز نباید فراموش شود. این روزها گزارش‌های نگران کننده‌ای از حضور افراد وابسته به گروه‌های تروریستی چند ملیتی از جمله داعش در افغانستان دریافت شده است که بیش از گذشته خطر ایجاد کانونی برای صدور ناامنی به منطقه و جهان را برجسته می‌کند و همگان را نگران شکلگیری همگرایی بین جریان‌های تکفیری، افراطیگری در افغانستان با گروه‌های مشابه در منطقه آسیای مرکزی، عراق، سوریه و دیگر کشورها می‌کند. همکاران عزیز، مسئله افغانستان پیچیده اما شناخته شده است و راه حل‌ها غامض اما در دسترس هستند. همه ما باید دوستانمان در افغانستان را به پیگیری راه حل‌ها ترغیب و آنها را برای رسیدن به نتیجه مطلوب و مورد قبول همه طرف‌ها کمک و همراهی نماییم. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا همچون گذشته تمامی امکانات خود را برای کمک به پیشبرد مذاکرات بین الافغانی و روند صلح در اختیار مردم افغانستان قرار داده. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا همچون گذشته تمامی امکانات خود را برای کمک به پیشبرد مذاکرات بین الافغانی و روند صلح در اختیار مردم افغانستان قرار داده و برای مدیریت تهدیدات احتمالی با کشورهای منطقه همکار و همراه باشد. منطقه‌ای همگرا و باثبات و افغانستان امن، توسعه یافته، سعادتمند آرزوی ملت و دولت ایران برای یکایک مردمان این جغرافیا است. متشکرم. Ташакур, Джаноб Юрий. Уважаемые коллеги, наше объединение показало, что скорейшее воцарение мира и стабильности в Афганистане соответствует интересам государств-членов ШОС и ОДКБ. Афганистан должен стать страной, свободной от террора, войны, наркотиков и бедности. Мы также едины в том, что центральная координирующая роль ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию должна оставаться приоритетом. В завершение хотел бы еще раз выразить вам всем глубокую признательность за участие в сегодняшнем саммите. Для Таджикистана было честью принимать встречу глав государств-членов ШОС и ОДКБ в новом формате. Сейчас мы с генеральным секретарем ШОС перейдем в зал пресс-конференции. С большим удовольствием приглашаю всех на официальный прием в честь 20-летия ШОС. Желаю всем вам доброго здоровья и счастья. Спасибо.
гузориши мустақим идома меёбад. инак ҷаласаи якҷояи сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва созмони ҳамкории Шанхай оид ба авзои Афғонистон ба анҷом расид ва дар назар аст ки дар толори Ахтарон барои хабарнигорони дохилӣ ва хориҷӣ нишасти матбуотӣ баргузор мешавад. Уважаемые телезрители, с самого раннего утра мы вместе с вами наблюдаем за тем, как проходил в Душанбе, столице Таджикистана, 20-й юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Вот буквально только что мы наблюдали за тем, как впервые в истории ШОС и ОДКБ совместно заседали главы государств по вопросу ситуации в Афганистане. Встреча глав государств проходила под председательством Эмомали Рахмона, президента Республики Таджикистан. And during this meeting, the heads of the Shanghai Cooperation Organization and the Collective Security Treaty Organization states conducted thorough exchange on views on the situation in Afghanistan. As a result of the historical Shanghai Cooperation Organization Summit, there were received the Dushanbe Declaration of the 20th anniversary of this organization. واقعاً تجلیل 20مین سالگرد سازمان همکاری شانگهای خیلی پرمحتوا جریان گرفت. از ساعت 11 صبح سران دولت‌های عضو سازمان در جلسه سران دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای یک قطار قرارها از جمله درباره نتیجه سامیت سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه و با جمهوری اسلامی ایران به حیث عضو کامل حقوق سازمان همکاری شانگهای دادن مقام عضو این سازمان اینچنین دادن مقام شریکی مکالمه با جمهوری مصر عربی، دولت قطر و شاهیگری عربستان سعودی قرار قبول کرده شد و سران دولت‌های عضو همچنین درباره دبیر کل نوی سازمان همکاری شانگهای و دیرکتوری کمیته ساختار منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای قرار قبول کردند. طور مشاهده کردید در ختم جلسه باری اول در تاریخ سازمان همکاری شانگهای سرود سازمان که با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به موافقه رسیده است صدا داد و در آینده من بعد از روی عنعنه جلسه های سران دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای محض با همین سرود آغاز و انجام خواهد پذیرفت. Да, Садриддин, действительно, по инициативе нашего президента прозвучал впервые в истории ШОС гимн этой влиятельной международной организации, и это станет доброй традицией. Как сказал Эмомали Рахмон, в зале Ахтарон состоится пресс-конференция, и вот буквально минуту назад наши коллеги уже показали зал, и журналисты готовятся выслушать президента. Эмомали Рахмон выступит с обращением к прессе, а также генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества. It should be recalled that mutual trust, friendship and good neighborliness, protection and strengthening of peace, joint resistance to terrorism. Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которая была приурочена 20-й годовщине создания нашей организации, мероприятие и взаимопонимания, традиционно присущие взаимодействию в рамках ШОС. Хотел бы выразить признательность моим коллегам, руководителям и главам правительств, государств-членов, государств-наблюдателей и нашему почетному гостю за активное участие в сегодняшнем заседании. Отмечу также, что в работе нашего саммита приняли участие генеральный секретарь ООН и руководители крупнейших региональных организаций Евразии. Сегодня мы обсудили итоги деятельности ШОС за 20 лет и обозначили задачи, стоящие перед нашей организацией на перспективу. Главами государств были озвучены цели оценки и интересные предложения, нацеленные на дальнейшее обогащение общей повестки ШОС. Провели обстоятельные обмен мнениями о совместных шагах в рамках ШОС по преодолению последствий пандемии коронавирусной инфекции,
обсудили актуальные вопросы регионального и международного сотрудничества. Мы сегодня приняли Душанбенскую декларацию 20-летию ШОС. Этот ключевой документ саммита вобрал в себя анализ проделанной государственными членами работы за прошедшие 2 десятилетия. Нынешний Душанбенский саммит стал важным этапом в истории ШОС, значительно обогатил содержательную часть повестки дня. Так, в период таджикского председательства под лозунгом «20 лет ШОС. Сотрудничество во имя стабильности и процветания» было проведено около 100 совместных мероприятий. Несмотря на пандемию коронавируса, по всему миру мы смогли провести рекордное количество мероприятий на уровне руководителей министерств и ведомств, государств-членов, обеспечив в этот сложный период динамизм общей работы. Итогом этой работы стал солидный пакет документов, принятых в рамках нашего заседания. В ходе саммита значительное внимание было уделено вопросам укрепления региональной безопасности и противодействия вызовам и угрозам на пространстве ШОС. Мы утвердили программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на следующие 3 года. Важное место заняла проблематика наркотической угрозы. В этой связи сегодня мы приняли рабочий план по выполнению антинаркотической стратегии ШОС. С учетом остроты этой проблемы, мною была вновь отмечена актуальность предложения о создании антинаркотического центра ШОС в Душанбе. Договорились координировать действия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности и борьбы с трансграничной организованной преступностью. Ключевое место сегодняшней дискуссии занял вопрос Афганистана. Государства-члены совместно выразили заинтересованность в стабильном Афганистане, свободном от террора, войны, наркотиков и бедности. Мы подчеркнули, что главным условием для превращения соседней страны в мирное и стабильное государство является создание инклюзивного правительства, отражающего весь этнополитический спектр общества. На заседании мы уделили важное значение вопросам дальнейшего развития и расширения экономического сотрудничества. Констатировали, что мировая экономика из-за пандемии нового коронавируса сталкивается с многочисленными вызовами. Я предложил разработать и принять стратегию экономического развития региона до 2030 года. Мы были солидарны в том, что в условиях пандемии необходимо выработать правовую основу и договориться по бесперебойной работе транспорта для перевозки товаров первой необходимости. Сегодня мы приняли совместное заявление по продовольственной безопасности, которое показало нашу озабоченность этой угрозой. В ходе заседания мы положительно оценили результаты сотрудничества за 2 десятилетия в культурно-гуманитарной сфере. Своим решением мы запустили механизм объявления городов наших государств культурной и туристической столицей ШОС. Договорились продолжить сотрудничество в области науки и техники, инноваций, образования, здравоохранения, молодежи, туризма и спорта, а также охраны окружающей среды. В рамках таджикского председательства было уделено важное значение вопросам гендерного равенства. Это получило высокую оценку. Сегодня по завершении Душанбенского саммита впервые в истории прозвучал собственный гимн ШОС. Мы признательны всем государствам за поддержку этой инициативы Таджикистана. Уважаемые дамы и господа,
Одним из значимых результатов заседания стало принятие решения о расширении состава 7 ШОС. Мы запустили процедуру приема Ирана, членства организации, предоставили статус партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. Таким образом, пространство ШОС расширилось и теперь выросло до 21 государства. В ходе заседания были рассмотрены международные связи ШОС. Мы констатировали, что наша организация становится более привлекательной для других участников. Свидетельством этого является значительное количество заявок от других государств на подключение к деятельности ШОС в том или ином статусе. Государства-члены ШОС будут стремиться создавать необходимые условия для наращивания взаимодействия с наблюдателями и партнерами по диалогу. Мы решили, что будем укрепляться и расширяться сотрудничество ШОС с ООН и ее институтами. Сегодня мы приняли решение о назначении на должность генерального секретаря ШОС представителя Китая и директора исполкома РАЦ, представителя Узбекистана. Они приступят к своим обязанностям 1 января 2022 года. 2022 года. Одновременно главы государства поблагодарили действующего генерального секретаря ШОС Владимира Норова и директора исполкома РАЦ Джумахона Гиясова за эффективную работу. Председательство ШОС перешло к Республике Узбекистан. Мы будем оказывать всяческие содействия в реализации всех планов предстоящего председательства наших узбекских друзей. Дорогие друзья, в завершение представленных итогов саммита ШОС хотел бы отметить следующий исторический факт, который, возможно, не все знают. В столице Таджикистана в 2000 году на последнем саммите Шанхайской пятерки, в котором принял участие президент Узбекистана, зародилась идея превратить этот формат в региональную структуру многостороннего сотрудничества. Именно этот сигнал глав государств послужил основой того, что ровно через год, 15 июня 2001 года, мы объявили о создании Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому мы гордимся, что саммит, посвященный 20-летию ШОС, прошел именно в нашей стране. Сегодня, по завершении саммита ШОС, впервые состоялась встреча глав государств членов ШОС и ОДКБ, посвященная ситуации в Афганистане. В ходе встречи всеми лидерами было отмечено, что нынешняя ситуация в Афганистане становится ключевым вызовом безопасности регионов ШОС и ОДКБ. Мы с большой тревогой констатировали, что эта страна находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом прежде всего свидетельствуют данные ООН. В ходе встречи большинством участников было констатировано, что мир в Афганистане невозможен без действенных шагов по формированию правительства на широкой этнополитической платформе. Государства-членов ШОС и ОДКБ отметили, что политический режим в Афганистане должен опираться на свободном волеизъявлении афганского народа. Если не будет обеспечен широкий межафганский диалог, мы можем стать очевидцами продолжения гражданской войны, нарушения прав человека во всех его аспектах, угрозы массового исхода беженцев во всех государствах, в том числе ШОС и ОДКБ. Крайне важно, чтобы нынешняя ситуация в Афганистане не привела к превращению страны в рассадник
международного терроризма. В этом контексте Таджикистан выступил с инициативой создания надежного пояса безопасности на пути возможной экспансии террористических группировок с территории Афганистана в регионе ШОС и ОДКБ. В ходе встречи отдельные главы государства подчеркнули необходимость оказания технической поддержки странам, непосредственно граничащим с Афганистаном. Мы все согласились, что усилия должны быть сосредоточены на том, чтобы предотвратить негативный сценарий развития событий в этой стране. Было отмечено необходимость задействования всего арсенала имеющихся коллективных в рамках ШОС и ОДКБ средств и возможности для предотвращения развития негативного сценария в этой стране. В заключение отмечу, что сегодняшняя историческая встреча в формате ШОС и ОДКБ продемонстрировала нашу солидарность с многострадальным народом этой страны. Спасибо за внимание. Теперь хотел бы передать слово генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову. А с вашего позволения мне надо проводить гостей. Спасибо. инак нишасти матбуотӣ низ ба анҷом расид ва мо дар Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации, дорогие друзья. Выражаю искреннюю признательность за ваше внимание к деятельности Шанхайской организации сотрудничества и ее главному событию этого года, юбилейному саммиту. Уважаемый Рахмон Эмомали Шарипович, президент Республики Таджикистан, подробно информировал вас об основных итогах заседания глав государств ШОС. Дополнение сказанному позволит добавить следующее. Прежде всего, хотел бы отметить, что состоявшийся саммит является завершающим событием успешного председательства Республики Таджикистан в ШОС, в ходе которого предприняты действенные меры по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества нашей организации. Принятые сегодня лидерами решения откроют новую страницу в поступательном развитии организации, умножит ее вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и в мире, в обеспечении устойчивого развития и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества на обширном пространстве ШОС. Нынешний юбилейный саммит стал историческим событием, подтверждением чему стали подписаны солидный пакет документов, количество которых впервые в истории нашей организации достигло 30. В ходе заседаний главы государств выдвинули ряд важных инициатив, направленных на дальнейшее развитие деятельности организации и повышение ее авторитета на мировой арене. Секретариат приложит максимум усилий для перевода их в практическую плоскость. Как уже было сказано, состоявшаяся совместная встреча лидеров стран ШОС и ОДКБ в формате Outreach стала собой отличительной чертой сегодняшних мероприятий, в ходе которой состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане, были выдвинуты конкретные предложения главами наших государств по достижению мира и стабильности в этой стране, потому как именно от мира и стабильности в этой стране во многом зависит безопасность в целом Центральной Азии. Главы государств подтвердили исключительную важность создания в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества. Отмечена важность укрепления взаимодействия по противодействию распространению экстремистских и сепаратистских идей, прежде всего среди молодежи, и в данном контексте придается большое значение продвижению молодежного предпринимательства и созданию специальных программ, содействующих повышению компетенции молодых предпринимателей. Дорогие друзья, хотел бы
отдельно подчеркнуть, что несмотря на все сложности, связанные с пандемией, под председательством Таджикистана велась комплексная работа, результативно и эффективно продвигались действенные меры по укреплению ШОС в сферах безопасности, экономики, культурно-гуманитарных связей, а также повышению ее авторитета. Об этом свидетельствует успешное проведение всех запланированных министерских встреч и тематических конференций и форумов в Таджикистане. Таджикское председательство, совпавшее с Годом культуры ШОС, также подняло на новую планку сотрудничества в культурной сфере, организован ряд ярких мероприятий, в том числе приуроченных к празднованию 20-летнего юбилея ШОС. В данном контексте хочу отметить успешное проведение Душанбинского полумарафона ШОС. И я хотел бы особо отметить, что по инициативе предыдущего генерального секретаря, представителя Таджикистана Рашида Кутбединовича Алимова и наших китайских партнеров в городе Кунмине был в 2016 году проведен первый марафон ШОС. И последний раз он собрал в 2019 году более 100 тысяч участников. В прошлом году получил золотую лицензию Китайской ассоциации легкой атлетики, а также серебряную лицензию Международной федерации легкой атлетики. И в прошлом году мы провели его в онлайн-формате, более 250 тысяч участников принимало участие. Но сегодня в условиях коронавируса, пандемии, все мы осознаем, что здоровье – это самое главное, и полумарафоны, марафоны нам создают хорошую возможность для укрепления здоровья. Гала-концерт «Вечер дружбы» с участием творческих коллективов стран ШОС накануне саммита с участием творческих коллективов стран ШОС показал многообразие наших культур и его большой высокий профессионализм исполнителей, а также фестивали искусств и национальных блюд, выставка детских картин, создание за пределами Китая сада ШОС Душанбе. Вообще-то можно сказать, что это первый сад ШОС на пространстве нашей организации. Но я бы хотел еще раз отметить, что главный документ, декларация юбилейного саммита ШОС, она располагается уже на нашем веб-сайте Шанхайской организации сотрудничества. Там более подробно все освещено, какие позиции по актуальным вопросам региональной и международной политики сегодня страны-члены ШОС выработали, и самое главное, по каким направлениям будут осуществляться сотрудничество в сфере обеспечения безопасности, активизации торгово-экономического сотрудничества и развития, углубления культурно-гуманитарных связей. Уважаемые друзья, пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить глубокую признательность руководству Таджикистана, лично президенту, уважаемому Эмомали Шариповичу, за прекрасную организацию заседаний Совета глав государств, за теплый прием и традиционное гостеприимство, но и самое главное, за поддержку деятельности секретариата ШОС. Благодаря совместным усилиям секретариата, Министерства иностранных дел и специально созданной рабочей группы здесь в Министерстве иностранных дел под руководством и национального координатора, и других ответственных сотрудников Министерства иностранных дел. И хотел бы также, пользуясь возможностью, выразить благодарность всем министерствам и ведомствам, которые принимали участие в организации и проведении, как указал уважаемый президент, более 100 мероприятий в течение такого короткого времени в условиях пандемии. Это говорит о возросшем потенциале и больших возможностях Таджикистана, и поэтому мы очень рады, что юбилейный саммит прошел здесь именно в Душанбе, где, как подчеркнул президент Эмомали Шарипович, в 2000 году была первая встреча «пятерки» с участием президента Узбекистана, и где было принято стратегически важное, верное решение о создании нашей организации. Сегодня организация уже из 21 государства, это почти половина населения мира,
это почти уже 70% территории Евразии. Но и самое главное, что ВВП наших стран в целом, вот ШОС, в рамках ШОС это почти 25 сегодня, а к 30 году это 40-45%. И ШОС будет и становится центром развития мировой экономики. Поэтому хотел бы еще раз, пользуясь возможностью вот встречи средств массовой информации, обратиться к молодому поколению, которое является опорой дальнейшего развития ШОС, активно подключаться к деятельности молодежного совета. Хотел бы здесь особо подчеркнуть, что и молодежный совет национальный, значит, Таджикистана очень активен, потому как в наших странах это более 60% это молодежь. Поэтому развитие стартапов, развитие цифровой экономики, электронной коммерции, по своему опыту работы в Китае, чем я восхищаюсь, конечно, видя, как женская половина или наши китайские вот именно женщины, насколько активны, что сегодня 38% экономики Китая – это электронная коммерция. Это 38% ВВП. И самое главное, что 55% это женщины, которые заняты электронной коммерцией. Мы, значит, активно сейчас работаем над тем, чтобы использовать те возможности для расширения взаимной торговли путем развития трансграничной электронной коммерции. Вот самый крупнейший рынок сегодня на пространстве ШОС, конечно, это рынок Китая, где, если в прошлом году был импорт 2,4 триллиона долларов, то в 2030 году, то есть это через 9 лет, импорт Китая будет почти 23 триллиона долларов. Китай и Таджикистан имеют общую границу с Китаем. Между, допустим, то же самое 8 стран ШОС. Поэтому взаимная торговля между нашими странами, она должна базироваться на современных технологиях, использовании транспортных коммуникаций. И поэтому я думаю, что саммит ШОС и принятые решения на нем будут играть важную ключевую роль в том, чтобы дальнейшее повысить взаимную торговлю, раскрыть тот огромный потенциал, который имеется в наших странах и связанный с географической близостью наших государств и, прежде всего, талантливым молодежью и большими ресурсами. Я еще раз благодарю вас за внимание и желаю всем крепкого здоровья и благополучия. Спасибо. инак бо хатми нишасти матбуотӣ гузориши мо низ аз ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай ва ҳамоиши сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва созмони ҳамкории шанхай ки оид ба авзои афғонистон бахшида шуда буд ба анҷом мерасад. воқеан чанд рӯз боз тоҷикистон ид дорад ва дар доираи омодагӣ ба ин саммитое ки ду рӯз боз дар ҷумҳурӣ ҷараён дорад дар кохи борбад барномаи консертии ҷолиб баргузор гардид. шоми дӯстӣ дар бустонсарои ҳукуматӣ ва ин чорабиниҳо ба ҷашни таърихии 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, 20-солагии таъсисёбии созмони ҳамкории шанхай ва соли раёсати тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ рост омад. мавриди зикри хос аст ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон яке аз аввалин бунёдгузор ва ташаббускори асосии таъсисёбии созмони ҳамкории шанхай мебошанд ва пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо анъанаҳои олии меҳмоннавозии тоҷикона маҳбубияти хоса дошта ҳар як меҳмони тоҷикистонро самимона пазироӣ менамоянд. сарони давлатҳо ва дигар меҳмонони фахрӣ аз меҳмоннавозии гарми анъанавии тоҷикӣ ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зоҳир шуд қаноатманд гардиданд. Уважаемые телезрители, с самого раннего утра мы вели прямую трансляцию из величественного Кохи-Навруз. Еще раз вот наши режиссеры показывают уникальные кадры этой жемчужины, архитектурной жемчужины столицы Таджикистана, города Душанбе, где сегодня состоялся 20-й юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Вместе с вами наблюдали в режиме прямого времени, в живом режиме, о работе в расширенных делегаций ШОС и совместном вот таком вот новом
новом формате под председательством президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, ШОС плюс ОДКБ. Вот такая вот встреча состоялась по вопросам ситуации соседнего Афганистана. Председательство в ШОС перешло нашим соседям Республики Узбекистан. Я и мои коллеги благодарим вас за внимание. Это было телевидение Таджикистан. Мы работали в прямом эфире. Спасибо за внимание. And dear viewers, here we finish our live broadcast from Nowruz Palace about the work of the Shanghai Cooperation Organization Summit. We wish you peace, stability and prosperity. Thank you for watching. имрӯз чорабиниҳо идома меёбад ва сафари расмии сарвазири ҷумҳурии исломии покистон Имрон Хон дар ҷумҳурӣ баргузор мешавад ва имзои як қатор созишномаҳо дар назар аст. Пагоҳ бошад 18 сентябр сафари расмии президенти ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ дар назар аст ва дар ин бора дар нашрҳои иттилоотӣ албатта огоҳ хоҳед шуд. Дар ҳамин ҷо гузориши мустақиму поён мепазирад. Тавсияту сарбаланд бошед.